2 август көне православие дини вәкилләре Завод Нырта ауылындағы Петр һәм Павел апостолларының 30-нчы елларда ук эшләүдән туктаган храмы янына җыелды. Чарада мәртәбәле кунаклардан Казан епархиясының миссионерлык бүлеге рәисе Александр Ермолин, аның урынбасары Александр Данилов, Кукмара округы протоиерее Сергей Елисеев, Шәмәрдән авылы чиркәве настоятеле иерей Артемий Петров бар иде. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостив и человека любит Бог, и сей тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно во веки веков. Аминь. Завод Нырта авылында бүгенге көндә унлап рус милләте вәкиле гомер кичерә. Петр бер идарә иткән елларда күбесен руслар тәшкил иткән авыл бакыр чыгару белән шөгыльләнгән. Биредә зур завод эшли. Авылның исеме дә шуннан килеп чыккан. Кыйммәтле казылма Екатеринбургка озатыла. Дингә каршы пропаганда алып барылган елларда храмның эшчәнлеге туктатыла. Төрле елларда ул мәктәп, картлар һәм инвалидлар йорты булып хезмәт күрсәтә. Хәзер исә наша задача, миссия – это проповедь о Христе тем людям, которые пока еще в Христа не верят. То есть это могут быть неверующие люди, либо те верующие люди, которые когда-то в свое время крестились, но в храм не ходят, и то есть их нужно все-таки сподвигнуть к тому, чтобы они начали жить религиозной жизнью. И наша задача сегодняшняя, то есть мы ездим уже на протяжении долгого времени по заброшенным и восстанавливающимся храмам нашей епархии. Они бывают очень разные. Бывают вот такие заброшенные, бывают места, где, например, люди служат где-нибудь в каком-то домике или еще где-нибудь. То есть наша задача помочь той небольшой общине, которая есть из местных жителей. Мы приезжаем, раздаем Евангелие, раздаем богослужебную литературу, мы стараемся всегда помочь им с какой-то литературой, с текстами и так далее, и всегда стараемся помочь им как-то возродить, обновить свою именно литургическую жизнь. То есть мы не строители, наша задача как раз помогать в формировании тех местных приходских общин, которые есть. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю небесный, утешителю души. Гыйбадәт кылырга Шәмәрдән, күрше-тирә авыллардан, Кукмара районында яшәүчеләр килгән. Күбесе храмны яңадан торгызырга, бу эштә булышлык күрсәтергә кирәк дигән фикердә. Сам из Молдавии, Гагаузия. Вот 37 лет уже как в Кукмаре живу. Да, у меня жена татарка, мусульманка. Я православный. У нас в семье все нормально, хорошо. Она свои традиции, у меня свои. Она мои уважает, я ее. И мы общий язык находим. У нас дети, уже взрослые, внуки. Вот я уже у отца Сергия в храме служу уже много лет. Очень стараемся, помогаем. Здесь тоже вот храм желательно, потому что чтобы люди вот не ходили куда-нибудь в клубы, там курили, драки или что-то. Но ведь православный храм, даже и мечеть, все равно собирает людей, там совсем человек по-другому начинает жить. Он жизнь собирается, он более собранный, плохого меньше становится. Ну вот, я надеюсь, что здесь тоже храм восстановится, все будет нормально. Мы тоже будем всегда приезжать, как-то поддерживать. Я сама искренне и наши односельчане рады, что здесь откроется либо храм, либо часовенка. Вера людей спасает, вера людям дает надежду на будущее, на хорошую жизнь. На это нужно и верить, и надеяться. И вместе с этой верой, вместе с восстановлением этого храма или восстановлением даже часовенки будет преобразовываться наша деревня. Она пойдет на лучший, правильный путь. Вот все, что я хотела бы сказать. Люди, верьте, каждый по своей вере, но люди должны верить. Вера, она человека делает богаче душой, сердцем. Люди, верующие люди не смогут делать ни себе, ни кому-то другому плохое. Верьте, люди, а мы будем верить, что у нас будет либо часовня, либо будет храм. У меня корни здесь, сама здесь, конечно, бывает только времени от времени, как дачник, но вот все же я искренне рада. Саба районында нибары бер генә чиркәү бар, һәм ул Шәмәрдән бистәсендә эшләп килә. Райондагы халыкның 3% православие дине вәкилләре. Ходай бер, диннәр төрле. Аллаһ йорты күбрәк булган саен, халыкның да бердәмлеге көчәя.